Пытанняў да юрыстаў, да юрысткі, як заўжды, вельмі шмат. Пачнем з самага банальнага. Чалавек сядзіць у гаражы, яму прыходзіць геніяльная ідэя, і ён вырашае, што трэба рабіць стартап. Калі і з якімі пытаннямі яму трэба звярнуцца да юрыста? Вось кошт яго праекта зараз роўны нулю, умоўна кажучы, і ёсць гениальная идея. Паш, ну я скажу как юрист, да, что чем раньше, тем лучше, поскольку все те вопросы, которые потом приходится исправлять при сделке или при привлечении сторонних инвестиций, еще не в капитал, а просто в оборотный капитал, все эти вопросы можно решить на старте. Они касаются, конечно, взаимоотношений внутри команды, фаундеров, как они структурируют свои отношения, партнерские, собственности. Дальше это, конечно, трудовые отношения, то есть как выстроена команда, какие там юридические тонкости и насколько все правильно оформлено. Чистота интеллектуальной собственности, это тоже связано с первыми двумя вопросами. Ну и, конечно, вот сама идея, да, очень многие спрашивают, как я могу защитить свою идею? Ну, как бы идея как объект интеллектуальной собственности не существует, да? То есть здесь тоже нужно очень четко думать и общаясь с рынком, привлекая инвесторов, раскрывая свои идеи, как же их защитить, чтобы не попасть вот и на мошеннические схемы, когда... А были какие-то вот конкретные кейсы, когда ты сталкивалась с тем, что стартапы об этом не задумались и потом поплатились? Ну, да, конечно, то есть это происходит... допустим, на белорусском рынке. Что вот обсуждаете вы в кулуарах? Мы, конечно, обсуждаем, скажем так, обещания, которые все друг другу дают на старте, но которые никак не оформлены. И вот потом, когда... Или наоборот, оформлены, но не так, как было на самом деле. То есть, например, берут какие-нибудь стандартные уставы, их не адаптируют, не задумываются о том, у кого какая доля, или все там друзья, у всех там 50/50, или 25/25/25/25. Дальше эта ситуация, ну, такого, как мы называем, тупика или дедлока, когда ни у кого нет решающего голоса, и очень сложно принять решение, когда нет консенсуса внутри команды. Вот. Обсуждаем, конечно, неправильно оформленные объекты интеллектуальной собственности, то есть когда разрабатывается там, софт, но не переданы права от авторов на компанию или... дальше, да, то есть вот, ну, это такие стандартные кейсы. І аўтары пасля прэтэндуюць на тое, каб прадаваць яго, напрыклад, нейкім іншым кліентам. Ну, конечно, или в целом там уходит просто с команды в другой стартап, в другую компанию, к другому инвестору и там забирают. Зусім недавно я бачыў у Фейсбуке вельмі бурную дыскусію, там адзін з CEO айтишнай кампаніі пытаўся, ці ёсць у Беларусі якія-небудзь санкцыі супраць іншых, супраць канкурэнтаў, якія пераманьваюць супрацоўнікаў. З юрыдычнага гледзяшча это законно ў Беларусі? Но они ведь подписывают договор о непереманивании, который действует определенное время. Есть такие домовы у Беларуси? Конечно. Ну, в ПВТ, в режиме ПВТ, да. Это вот то, что как раз вторая редакция декрета дала такие возможности. Но я хочу сказать, что на самом деле, если мы глобально посмотрим, то это не такой уж и сейчас как бы тренд. Сейчас наоборот, все обсуждают о том, что это как раз-таки нарушает там, как бы это ни звучало пафосно, конституционные права там, на труд, на занятость. Соответственно, вот эти там non-compete и non-solicitation, как они в английском называются, ну, это уже не такой уж тренд. Мы вот как бы к нему пришли. Да, конечно, ты можешь заключить такой договор, прописать там какой-то штраф за это, или, конечно, ограничить кого-то в работе на конкурирующий бизнес или команду, ты должен ему за это хорошо заплатить. Это, как правило, платится определенная компенсация, после чего человек там может отдыхать, да, и не работать на конкурента. Но сейчас вот один из последних трендов называется так называемый garden leave, да, то есть это как бы отпуск в саду, когда формально он у тебя трудоустроен как сотрудник, вот, но уже на работу не ходит. То есть ты таким образом как бы... Да. Сабатикал? Ну, сабатикал это больше, когда ты устал, и вот как бы ты не заявляешь о том, что я ухожу, ты как бы перезагружаешься, да. Ну, что-то вроде. А garden leave, это я уже точно знаю, что я как бы уйду, но вот я еще формально трудоустроен в компании, никаких иных там юридических шагов по трудоустройству кого-то я не могу делать. А вот такой вопрос. В принципе, ты в общих чертах очертила о том, о чем стартап должен вот позаботиться на самом старте. Я, до речі, пачуў тры, можна артыкуляваць. Гэта тры блокі пытанняў. Да? Першае, гэта доля паміж фаундерамі
і іх узаемаадносін. да. Другое гэта працоўнае заканадаўства, то бок калі адзін дырэктар, а адзін там не дырэктар, відаць, яны адзін аднаго Вот. наймаюць на працу, да, і пашыраюць. Да, часто бывает, что они вообще не оформлены. Вот ребята приходят, говорят, мы фаундеры, у нас работают классные программисты, они сейчас делают мне продукт. Как они работают? Ну как? Ну работают, вот я даже им что-то плачу. В соседнем покое. Да, то есть Вон все, же. а дальше? Ну, кто они тебе? И если они даже не оформлены, то вопрос, как мы эту чистоту прав дальше на продукт и так далее сможем обеспечить? Да никак. І трэцяе гэта аўтарскія правы. Вось трэцяя група. Ну, я бы еще, наверное, говорила общий такой юридический комплайнс, да, то есть если мы уже делаем стартап и облекаем его в форму там компании, да, юридического лица, то, соответственно, то, как юридическое лицо делает свой бизнес, как он соблюдает законодательство. Если мы говорим о ПВТ, то, естественно, есть определенные требования администрации, да, например, по соблюдению бизнес-плана того же. Да. И мы знаем, что есть уже прецеденты, когда исключают компании за то, что они не соблюдают заявленные параметры, да, в бизнес-модели. То есть такой комплайнс, то же самое отчетность. 4 гэта адпаведнасць кампаніі патрабаванням заканадаўства ці той свабоднай эканамічнай зоны, у якой яно працуе, локальным ці нейкім. И пятое, я бы вообще, наверное, говорила, чистота бизнес-модели в целом бизнеса. Конечно, это уже для более такого стартапа продвинутого, наверное, который растет активнее, но то, как ты взаимодействуешь со своими субподрядчиками, клиентами, я не знаю, там, если есть какие-то поставщики товаров, услуг, то есть как ты структурируешь все контрактные обязательства, если там лояльность, она такая, которая только, скажем, такие коммерческие условия, которые есть в этой бизнес-модели, сохранятся ли, когда поменяется собственник или придет кто-то еще в компанию, или это только лояльность к существующим фаундерам, да, насколько там есть аффилированность, насколько рыночные отношения, условия этих контрактов, например, есть какое-то там привлеченное финансирование, насколько эти ставки рыночные, не рыночные, то есть это вот то, что мы называем... Могуць вырашаць гэтыя пытанні? Это не юристы, это... Гэта вельмі сур'ёзныя. Тут юристы, трэба такія конечно. даследаванні рабіць, чтобы знайсці афіляванасць Нет, это очень... там, бизнеса з адным з фаундераў, напрыклад. Это due diligence. Это делается, да, когда, конечно, в стартап вкладываются инвестиции или приходит сособственник, он делает прединвестиционную, там, предпродажную проверку, это все проверяется, но, ну, в принципе, это же все очень видно из контрактов, из тех там ставок и коммерческих условий, которые там написаны. Конечно, мы работаем в связке, не только юристы, но и там финансовые консультанты, аудиторы, технические консультанты тоже смотрят, если они, ну, если мы говорим о продукте, то они, конечно, смотрят и эту часть. Если модель явно бизнес такая, что она не рыночная, делается просто просчеты, если привести все к рыночной модели, то будет ли стартап так привлекателен, да? А вот такой вопрос. Юлія, да. прабач, я хацеў просто прабачыцца, ты пачала задаваць пытанні, і я просто нахабна ўлез, перабіў цябе, просто хацелася артыкуляваць вось гэтыя 3 пункты, ну мы высветлілі, што іх Гораздо больше. асноўных, ну нашмат болей, але іх 5. І вось я просто хацеў, каб мы, ну так ветліва вярнуліся да твайго пытання і права задаваць. Да, ну, собственно говоря, ветливо Дарья к нему и вернулась, потому что я хотела уточнить, как все это может в итоге влиять на раунд инвестиций. Ведь это напрямую влияет и может быть именно предметом переговоров. То есть о чем нужно позаботиться до сделки и за сколько начинать об этом заботиться? За год, например, или как? Угу. Ну, может быть, кейс какой-то есть интересный. Здесь, конечно... Дарья, я прошу прощения, да. мне кажется, нужно говорить чуть более Сюда? микрофон. Да. Нормально так? Думаю, так. Хорошо. Я думаю, что здесь все очень-очень индивидуально, зависит, конечно, от стадии зрелости стартапа. Ну вот те вещи, которые я сказала, это, конечно, такая гигиена, да. И, конечно, когда к тебе придет соинвестор или ты будешь интересен акселератору, да, какому-то, они всегда будут требовать как минимум создать корпоративную структуру, то есть компанию. Да, есть там группа лиц, фаундеров, классная команда, но все равно это должно быть уже структурировано в юридическое лицо. И это вот тот первый шаг, который нужно сделать. Как мы его структурируем, да, на каких условиях. И не все готовы даже на это. Потому что юридическое лицо — это уже определенные затраты по управлению этой компании, да, и временные, и денежные. И это уже как бы ощущение того, что, ну, это уже серьезнее, чем мы просто, как ты, Паша, сказала, там,
в гараже, да, что-то придумали. Соответственно, все зависит от зрелости. Если мы говорим о зрелых командах, стартапов, которые там привлекают инвестиции уже на стадии роста, то, конечно, они очень правильно все структурированы. Да? То есть они все имеют правильные корпоративные документы, правильные трудовые контракты, оформлены объекты интеллектуальной собственности, они правильно делают там свой маркетинговый анализ. Да? То есть инвесторы же не только это смотрят, но смотрят потом много чего другого. Да? Вот. И... Вось мяне, дарэчы, заўжды цікавіла пытанне адказнасці юрыстаў не толькі ў сферы стартапаў, але і ў розных іншых сферах. Часта даводзіцца чытаць, што нейкі чыноўнік, да, вось зараз не юрыст, а просто чыноўнік з якога-небудзь выканкама, да яго бізнес пайшоў, ён сказаў, ну, можна так, рабі так. Да, пасля раз і нельга было так рабіць. Да, бізнесу штрафы, там, я не ведаю, нават, можа, і горш што-небудзь, а чыноўнік такі, ну, вот так вот атрымалася, да? А вось калі юрыст што-небудзь, я не ведаю, пераблытае. Ну, розныя ж ёсць юрысты. Это очень хороший вопрос. Не все працуюць у Кобальце, да? Ну, спасибо. Это очень классный вопрос. На самом деле он связан, он более широкий. Это вообще сфера профессионального консалтинга, я бы так ее назвала, да? И она у нас, конечно, очень молодая, как и любой бизнес. Нашему бизнесу, 30 лет, да, это мы сейчас все имеем бизнес первого поколения, да, после развала Советского Союза. Мы видим этих собственников, которые уже многие из них устали, хотели бы, наверное, отдохнуть, но вот эта еще смена поколения, она еще не произошла. Ну и есть, конечно, вот это второе движение молодых ребят, стартаперов в том числе. Соответственно, и также и профессиональный консалтинг, он очень молодой, и здесь этики профессиональной, к сожалению, она только структурируются. И, конечно, если мы говорим о таких глобальных компаниях, там, как Big Four, да, то есть аудиторские большие мировые компании, наши, которые мы тоже являемся международной компанией, да, конечно, мы эти стандарты держим более высоко. Да, мы отвечаем за то, что мы делаем. У нас есть внутри проверка качества, да, разные правила, как можно обеспечить такой совет клиенту, да, или такую услугу, такую рекомендацию, которая будет, как минимум, просмотрена юристом с более высокой квалификацией. Я так разумею, что гэтыя правила не вы сами формулировали для себя, а есть некие юридичные... Это лучшие практики, скажем так, это лучшие практики такого консалтингового бизнеса, то есть то, как у тебя внутри все построено, а во-вторых, конечно, есть элементарно страхование профессиональной ответственности. Да, и наши страховые компании, рынок, он, конечно, не так развит, но тем не менее есть и такие инструменты. Бок можно подстраховаться на выпадок юридичной помылки. И тогда страховая будет возмещать какой-то ущерб, который там клиент потенциально может понести или понесет. Можно паглядзець, якія ў юрыдычнай кампаніі ёсць стандарты прафесійныя, этычныя и так далее. Они больше будут артикулированы, нигде там особо не есть. Там у адвокатов есть там свой какие-то правила этики. У нас, у бизнес-лоеров, таких вот прям написанных, есть правила Минюста. Это все очень формально. Здесь больше, конечно, это вопрос такой субъективного, да, я бы сказала, даже отношения с клиентом. И, конечно, ошибки случаются, это нормально. Их нормально делать, и мы можем ошибаться, поскольку, я не хочу быть банальной, но наше законодательство очень быстро меняется. До сих пор есть разная его трактовка. Але такой формальной отказности все ж таки не прописано. Она в договоре будет. Это такая же договорная ответственность, как и в любом другом договоре на услуги. Дар'я, Юлія, вельмі цікавая размова, на мою думку, і мы не задалі, мне здаецца, і пакуль што і траціны пытанняў, якія хацелі задаць. Але нам зараз час перарвацца на выпуск навінаў. Сябры, нашыя слухачы і гледачы, літаральна праз 2 хвіліны мы вернемся ў студыю Еўрарадыё і працягнем стартапніцу. Не пераключайцеся. Єврорадіо. Новини – наша справа.
Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Еўрапарламент абвясціў пра надзвычайную кліматычную сітуацыю на зямлі. Аўтары дакумента заклікаюць Еўракамісію прыняць адпаведныя меры, складаюць на дзяржавы і чальцы больш актыўную ролю у барацьбе з кліматычнымі зменамі. Стаіць задача абмежаваць глябальнае пацяпленне да ўзроўню 1,5 градусаў па Цельсіі, гаворыцца ў паведамленні. Еўракамісія абяцала выпрацаваць стратэгію на працягу свайго бліжэйшага мандата. У тэнісісткі Арыны Сабаленка памёр бацька на 45-м годзе жыцця. Сергей Сабаленка, былы хакейны брамнік. Менавіта ён прывёў Арыну ў спорт, калі ёй было 6 гадоў. Еўрарадыё выказвае спачуванні Арыне Сабаленка і яе блізкім. Падчас сустрэчы з намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Андрэем Гунцэвічам старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў перадаў кіраўніцтва краіны план дзеянняў на 2020 па ўмацаванні патрыятызму і нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта план на ўвесь год. І дзень роднай мовы, і свята незалежнасці, юбілей абвяшчэння дэкларацыі пра дзяржаўны суверэнітэт і стагоддзя слуцкага збройнага чыну. Гаспадар Кастусёў мяркуе атрымаць станоўчае рашэнне. Сіноптыкі абвясцілі на суботу аранжавы ўзровень небяспекі з-за галалёдзіцы. Днём 30 лістапада на большай частцы тэрыторыі рэспублікі па дарогах чакаецца галалёдзіца. Паведамляюць сіноптыкі рэспубліканскага гідраметцэнтра. Тэмпература паветра цягам сутак будзе вагацца ад 0 да +5, але ў другой палове дня упадзе да 3 градусаў марозу. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта стартапніца, праграма пра інавацыйныя бізнесы, якія існуюць у Беларусі. Наша сувядоўца гэта Юлія. Няхай яшчэ раз прывітанне, Юлія. Привет. Сёння мы размаўляем пра юрыдычны бок справы, і наша госця гэта Дар'я Жук, кіруючы партнёр Кобальт. Прывітанне яшчэ раз, Дар'я. І зноў я атрымаў у перапынку такі наганяй, што не даю Юлі ўвогуле задаць ніводнага пытання. І гэта, ў прынцыпе, праўда, таму я замолкаю. Юлия. Жги. Да, у меня несколько вопросов. В общем-то, ты их косвенно уже коснулась. Первым по поводу due diligence. Несколько раз уже во время эфира это слово звучало. И вопрос, собственно, такой. Я знаю, что ты рекомендуешь стартапам оценивать buy-side, покупающую сторону, будь то акселератор или инвестор или компания, и допускать к проведению due diligence тоже вот не каждую компанию. Вот расскажи, поясни, почему так? Что здесь вот ты имеешь в виду? Да, это вот уже из опыта работы не только со стартапами, но и с такими уже достаточно зрелыми компаниями. Когда мы ищем деньги, вот тоже есть такой у инвестбанкиров такой основной посыл, что деньги нужно искать тогда, когда они тебе не нужны, потому что когда они тебе не нужны, их тебе мало кто даст. Но про стартапы говорят, что фаундеры должны постоянно искать деньги. Вот, да, то есть и это не зависит от того, что мы там в каких-то убытках или еще что-то, это такой перманентный процесс. Поэтому, когда я нахожусь в поиске, и вот тут вдруг кто-то так раз и откликается на мое предложение, конечно, очень много эмоций, эйфории, и я готов вот прям подписать с ними хоть завтра, да, соглашение или документы о раскрытии информации обо мне. Но мы должны понимать, что любая проверка юридическая, финансовая, техническая и так далее, это, фактически ты обнажаешь свой бизнес и свой инсайт. И это очень серьезно. И это нужно делать с достаточно проверенными, контрагентами, да, назовем их так. То есть теми потенциальными байерами или инвесторами, в которых я тоже мало-мальски уверен. Но они ведь тоже подписывают NDA. Они подписывают NDA, но это тоже не панацея от всех бед. Потому что NDA, что такое NDA? Давайте тоже так уже юридически, да, я вас совсем не напугаю, но опущу на землю. Подписаю NDA, но все равно это мое добровольное, пусть даже оформлено документально, мое добровольное обязательство соблюдать конфиденциальную информацию, ее не разглашать, не использовать в моих целях или так далее, в иных целях, кроме как вот в отношении этой сделки и так далее. Но если я это сделал, да, есть какая-то ответственность, штраф предусмотрен в этом соглашении. Если я это уже сделал, то есть за мной будут гоняться через суд и так далее, взыскивать этот штраф, но эффект от этого, он уже гораздо более серьезный, да, чем просто из кого-то я взыщу штраф, да, или обижу его через суд, не используя я не знаю, эту идею, программу и так далее. То есть здесь, последствия для бизнеса гораздо более серьезные, чем просто компенсация какого-то штрафа и убытков. Поэтому раскрывать себя
пускать кого-то в свою так называемую дата-рум — это очень серьезный шаг. Нужно делать бэкграунд-чек, конечно же, тех байеров, которые к тебе приходят. Я бы не стеснялась никогда просить, если, конечно, это не какой-то там топовый акселератор, там, американский, европейский, или действительно инвесторы там, или есть же и фонды, и венчурные у нас, да, в Беларуси и за рубежом есть действительно известные на рынке с хорошей репутацией, с хорошим трек-рекордом проектов, экзитами и так далее. Если это только вот, ну, не такие истории, тогда, конечно, я бы не стеснялась просить, не знаю, гарантийные письма о том, что ты действительно готов, у тебя есть возможность привлечь столько денег, которые ты мне обещаешь. Покажи мне твои там предыдущие проекты, экзиты, в кого ты еще вкладываешь. Ну, слушай, тем не менее, вот заходишь на сайт инвестиционного фонда, видны портфельные компании, там, ТИМ, какой-то хороший борд и прочее. Почему я должна усомниться в том, что ребята, с ними что-то не так? Ну, в таком случае это уже очень хороший, конечно, ну, как бы зазор для вот этого доверия, да. Но все равно спросить, какая Приведи ваша... пример. Какая ваша? Ну, пример здесь, на рынке, по названию компании или... Ну, можно без названия компании, но вот пример, когда в due diligence пустили кого-то не того. Складно мне Я без назваў нет, ну у меня вот буквально в этом году, но это было, конечно, не в тех там сфере, это было в ритейле, достаточно таком, ну, назовем его региональным, да, то есть было несколько ритейл как бы точек у компании в разных регионах, и сделка в итоге не сложилась, поскольку, ну, байер оказался, ну, не, скажем так, не в состоянии, как оказалось, да, пойти на все эти финансовые условия, которые изначально были выдвинуты со стороны продавца, потому что часто сделка начинается ведь со стороны продавца, когда он делает какой-то тизер о себе и ищет байеров. То есть... Бок была згода нейкая на гэтую сделку, але не было... Ну, то есть он знал цену, он знал условия, да, и так далее. Но как в конце оказалось, что у него нет этих финансовых возможностей, и более того, у него настолько закредитованы компании и так далее, он не может даже ничего привлечь. А он все думал, что, ну, раз тот продается, значит, он прям в таком тяжелом состоянии, что его тоже никто не купит. А собственники сказали, ну, так нет, значит, нет, так мы лучше подождем там до лучших времен или еще что-то, чем продаться там ниже справедливой цены, как они. Ведь в любой сделке, вот в любом ну, таком, как бы даже, наверное, раунде инвестиций всегда вот эта ценность компании, да, даже не цена сделки, а ценность. Вот в этом весь спор. И вот то, о чем мы говорили в первой части нашей, да, до новостей, то есть как эту ценность повысить. И, конечно, твое внутреннее корпоративное управление, и твоя чистота, и продукта, и